Там взрослые. На что обратить внимание, чтобы детский отдых не привел к травмам, специалисты рассказали на пресс-конференции. Как отметили, детские площадки – самое доступное развлечение для ребят летом. Хотя сегодня в условиях пандемии находиться на спортивных и детских площадках еще запрещено. Сегодня мы наблюдали, как ведут себя дети в одном из казанских парков и поняли, насколько актуальна эта тема. Рамиль Галиуллин продолжит. Парк Урицкого – одно из любимых мест для прогулок родителей с детьми. Многолюдно здесь не только в период летних каникул. Пока одни катаются на самокатах, другие играют в песочнице, а третьи кормят голубей и уток. Казалось бы, один неправильный шаг, и синяка не избежать. Травмы они в любом случае будут, но оберегаем, говорим. Перегибать палку-то зачем? Ну, надо смотреть. Чаще всего дети получают травмы здесь, на детских площадках. Быстро скатываются с горок или падают с турников. Отсюда ссадины и ушибы. Так безобидная прогулка заканчивается походом к врачу. Еще свежи в памяти события двухлетней давности, когда в Нижнекамске на мальчика упали футбольные ворота. Парень получил серьезную травму головы. В период пандемии уровень травматизма снизился почти в 5 раз, отмечают врачи. Но без ушибов и переломов все равно не обходится. Медики уверяют, многое в этом вопросе зависит от взрослых. Как-то неграмотность, что ли, такая, нет осторожности у людей. И действительно, в частности, говорим о мамах. Я еще и обращаю внимание, что сами по себе этот контингент, и ведут они себя в отделении, то есть как-то нет, чтобы смотреть за ребенком, нет, она где-то там сидит, с кем-то беседует, но ребенок отдельно. Особенно бдительными летом нужно быть и на дорогах. С начала года в республике произошло 125 ДТП с участием несовершеннолетних. 4 детей погибли, 139 получили травмы. Это меньше, чем в прошлом году, но не повод для утешения, отмечают в госавтоинспекции. Несмотря на общее снижение, в 10 районах республики отмечен рост количества ДТП с участием детей. Это Аксубаевский, Алексеевский, Акминский, Верхнеуслонский, Заинский, Кайбицкий, Пестричинский, Равнослободский, Черемшанский и Чистопольский районы. Большую часть детей получает травмы, будучи пассажирами транспортных средств. Особенно показательна крупная авария на выезде из Казани. В столкновении «Лады» и «Мерседеса» погибла девушка и 8-летняя дочь. Мама поставила жизнь своего ребенка под угрозу, перевозила без автокресла. Раздаем светоотражающий элемент. Чтобы аварий было меньше, а спасенных жизней больше, автоинспекторы проводят рейды на дорогах. Взрослым водителям напоминают о необходимости детских автокресел. Специальное устройство помогает защитить маленьких пассажиров в случае даже мелких ДТП. У нас постоянно и не только беседы, у меня есть развивающие книжки на эту тему. Обязательно в кресле. Но сегодня она захотела впереди, а вообще-то она сзади ездит. Чтобы снизить количество травмированных детей, особую бдительность надо проявить родителям, говорят специалисты. Дома обращать внимание на открытые окна и острые предметы, а во время прогулок следить за каждым шагом и напоминать о правилах безопасности. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.